Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для козерогов. На колоде Таро посмотрим основные события, на колодах Ленорман, работу, финансы и отношения и совет на неделю. Итак, первая карта – это события, основные события недели. Посмотрим, что ждет козерогов. Выпадает карта четверка мечей. Посмотрим три карты на отношения. Для тех, кто в паре. Так, вот так сначала. Для тех, кто ищет партнера. И для тех, кто в ссоре. Три карты на работу для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу, и для тех, у кого свое дело. Одна карта на финансы. И совет на неделю. Для козерогов выпадает время отдыха. Действительно, скорее всего, вы какие-то важные дела уже завершили. И сейчас настало время, когда нужно оценить результаты. Может быть, были какие-то ошибки, может быть, были победы. И нужно сейчас как раз понять, что было сделано так, что не так. И нужно набраться сил, отдохнуть. Карта говорит о том, что, скорее всего, у вас может быть какая-то потеря смысла, да, или потеря понимания, что делать дальше. И вот эта ситуация может говорить как о прямом восстановлении сил, там, отдыхе, да, так и о времени, когда нужно прийти вот к пониманию, что делать дальше. Вот здесь у нас витражное стекло, да, и на нем изображены фигуры. Вот здесь женщина с ребенком, и на возвышении сидит какой-то человек. Это очень похоже на исповедь. Да? То есть, когда мы кому-то говорим о том, что мы сделали за какое-то время, какой-то определенный промежуток времени, мы сами начинаем понимать, правильно мы действовали или неправильно. Да? Иногда вот мы неосознанно совершаем какие-то поступки, они нам кажутся правильными, но если представить, что об этом можно сказать другим людям, они сразу как бы в другом свете для нас предстают. То есть нужно как бы такой для себя критерий установить. Если то, что я делаю, можно рассказать всем, да, если все узнают об этом, это будет мне приятно, это будет хорошо или плохо. Я готов, вот, чтобы то, что я делаю, стало известно всем. И вот исходя из этого уже принимать решения, совершать поступки и так далее. То есть вот такая неделя, когда стоит об этом подумать. Либо просто отдохнуть. Бывает достаточно просто набраться сил, да, восстановить энергию, которая была потрачена. Но все-таки, посмотрите, здесь человек, как бы ноги человека покрыты красным таким покрывалом. Красный цвет – это неспокойный цвет. То есть куда он ходил, то есть где он был, это вот не дает ему покоя. Все-таки его какие-то поступки, не зря у нас поступки от слова «ступать», да, какие-то поступки он все-таки считает неправильными. И уверен, что если он будет говорить об этом, то люди это не одобрят. И он как бы просит прощения, да, у высших сил, у людей, возможно, чтобы действительно успокоиться, успокоить свою душу, да. То есть это вот необходимо сделать, если вдруг действительно у козерогов будут какие-то такие вот сомнения в правильности своих решений, своих поступков. Посмотрим, что происходит у козерогов в отношениях. Для тех, кто в паре, выпадает карта башни.
Здесь, конечно же, могут решаться вопросы с недвижимостью, покупка-продажа. Может быть, есть какие-то вопросы с банками, да, приобретение жилья в ипотеку, выплата кредита, взятие кредита на жилье, допустим, да, или на что-то значимое, подписание каких-то важных документов, может быть, вам нужно выехать за границу, да, либо, может быть, сменить место жительства, оформление каких-то бумаг, виз и так далее. То есть вот это будет очень так как бы занимать на этой неделе козерогов. Кроме того, если не брать вот эти все моменты, если они вас не касаются, то может возникнуть ситуация, когда один из партнеров считает свои действия там абсолютно правильными, да, непогрешимым себя считает, и по сравнению со своим партнером он, ну, как бы превозносится, да. Вот здесь у нас как бы два таких здания, одно светлое, высокое, другое пониже и темное. То есть это как два партнера. Один партнер такой как бы прекрасный, замечательный, да, осуждает второго партнера, либо считает себя лучше, выше, тем более эти объекты, они далеко друг от друга стоят. И это значит, что вот такое поведение разделяет пару. То есть, если вот тот человек, который смотрит этот расклад, он как раз, может быть, обижается, да, на своего партнера или ну, как в чем-то осуждает. И даже если вот это действительно правильно, и мы чувствуем свою правоту, все равно не нужно этого делать. Лучше отпустить ситуацию, потому что таким образом мы отделяем себя от своего партнера, разрушаем наши отношения. То есть быть всегда правым – это значит не быть счастливым. Да? Есть у нас такое утверждение. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта перекресток. Пока что у вас нет твердого решения, что вы хотите вообще в отношения входить. Либо у вас много выбора, допустим, у вас может несколько встреч быть, да, вот с людьми, с новыми. Либо у вас просто нет пока необходимости для того, чтобы этот выбор делать. Может быть, вы сейчас вот как бы остановились на перекрестке и не знаете, что вам делать дальше. Не знаете вообще, нужен вам партнер. Вроде бы вы уже и созрели, но в то же время сомнения какие-то мучают. И вроде бы есть уже как бы возможность менять свою жизнь, а вы все можете не решаться. То есть на этой неделе лучше все-таки этих решений не принимать, потому что вот на карте здесь действительно такие тучи, да, которые вообще не позволяют видеть ничего ясно, это раз. Во-вторых, нужно дождаться, когда вот этот вот кризис пройдет, когда как бы легче станет на душе. Нельзя в таком состоянии как бы встречать свою судьбу, да, то есть мы таким образом привлечем к себе человека вот как раз вот с такими же пасмурными мыслями, чувствами и человека, который сомневается во всем. То есть лучше повременить на этой неделе, подождать, когда прояснится ситуация, или, может быть, вы будете готовы к тому, чтобы встречаться с новым партнером. Может быть, ситуация еще омрачена тем, что у вас, допустим, на этой неделе нет партнера, а все вокруг празднуют День влюбленных, да, и вот это вас может очень огорчать. Не стоит об этом думать, всему свое время. Одиночество, оно тоже бывает очень полезно, когда мы восстанавливаемся, когда мы растем над собой, когда мы понимаем, что нам хочется, потому что когда мы в паре, мы растворяемся в партнере и часто теряем себя. А вот здесь вот есть возможность как наконец-то понять, кто я, чего я хочу, куда я иду, и потом только уже делать выбор. Теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта книга. Карта говорит о том, что может открыться какая-то важная информация. Либо вы начнете по-другому понимать партнера, либо партнер поймет вас. Но для этого нужно обязательно поговорить, да? Вот пролить свет на то, что произошло. И здесь вот у нас чай, да, это значит, ну, как бы чай у нас всегда ассоциируется с гостями или с посиделками, когда нам приятно пообщаться, мы можем рассказать о самом сокровенном. И вот здесь вот как раз, скорее всего, так и нужно сделать. Нужно встретиться и за чашкой чая поговорить, раскрыть все карты, раскрыть все
тайны, что на душе, высветить все проблемы и постараться это сделать вот на таком уровне принятия друг друга. Также здесь вот карта показывает помещение, то есть лучше это делать не на природе, а вот именно в помещении дома, да, а может быть в кафе, да, но вот такое вот, чтобы уютное было помещение, где вы можете действительно расслабиться и вот сконцентрироваться только на разговоре, на общении. И здесь прекрасная возможность помириться, если только вы будете открыты, если вы не будете ничего скрывать, если вы не будете как бы искать недостатки в других людях, да, а будете показывать вот то, что вы чувствуете. Все можно решить. Вот время пришло, тут у нас часы, да, изображены. То есть время пришло для того, чтобы решить эту ситуацию. Нужно ей воспользоваться. Но только вот без критики, да, в теплой обстановке. Для работы, для тех козерогов, которые работают по найму, выпадает карта мыши. И здесь, что можно сказать, вы действительно можете получить либо какой-то приз, подарок, вознаграждение, причем довольно-таки крупное. Может быть, это будет признание, но в любом случае вы будете очень довольны, вы будете чувствовать себя вот счастливым, да, вы будете чувствовать себя на высоте. Вы будете чувствовать, что вас оценили по достоинству. Яблоко – это всегда у нас как бы плод, да, плод того, что мы делали. То есть мы можем закончить какой-то важный проект и будем тоже очень удовлетворены. Кроме того, яблоко раздора, то есть еще может быть, да, яблоко раздора говорит о том, что вы можете наладить ситуацию, да, вы можете помириться, тем более, что яблоко здесь у вас только, то есть в вашу пользу может ситуация решиться. Также яблоко может как искушение, да, допустим, вы хотите что-то ну, как бы в свою пользу обернуть, может быть, даже то, чего вы не заслуживаете, тогда вот здесь нужно быть внимательными, потому что иначе тогда могут быть потери. Давайте посмотрим, что ждет козерогов, тех, которые ищут работу. Выпадает карта якорь, и она говорит о том, что вы действительно можете найти то место, на котором хотите остановиться, да, то есть именно то, к чему вот стремились вы, стремилась ваша душа, которая соответствует вашим навыкам. Даже если вам потребуется какое-то развитие, вы можете на этом месте работы его получить. Вообще эта карта говорит о том, что вы действительно чувствуете уверенность в том, что вы сможете вот эту работу ну, как бы выполнять как следует, да, то есть это действительно соответствует вашему призванию, вашему опыту, вашим навыкам и так далее. И для вас это открывает возможности. Вот смотрите, какой простор, да. Конечно, здесь вот какие-то есть облачка еще на небе, то есть небо не полностью чистое, но это говорит о том, что как бы в любой работе должен быть рост, развитие, преодоление каких-то препятствий, но в любом случае перед вами открываются возможности. Для тех, кто имеет свое дело, карта Медведь говорит о том, что либо вы сами будете на высоте, будете хорошо зарабатывать, может быть, у вас появится такой статус, да, вот, может быть, в своей компании вы обретете такое уважение, люди будут вас ценить, почитать, да, вот те люди, с которыми работаете, либо те клиенты, с которыми работаете, вы становитесь для людей человеком, который стоит дорого, да, который, совет которого как бы может сослужить большую службу. Услуга может тоже принести большую пользу. Но, кстати, об услуге у нас есть такое выражение «медвежья услуга». Да? Медвежья услуга – это когда во вред, когда мы слишком стараемся. Да? То есть по этой карте может быть предупреждение, что не нужно делать того, чего нас не просили. То есть, когда мы стараемся сделать как можно лучше, мы можем вот здесь вот перегибать палку, да, это как предупреждение. Кроме того, вот здесь могут приходить люди, которые, ну, допустим, очень такие значимые клиенты,
которые могут долгое время с нами находиться, да, которые дают нам основную прибыль. Кроме того, здесь может помощь приходить от чиновников, от людей высокопоставленных, которые вот в обществе занимают высокое положение, обладают властью и так далее, и так далее. То есть здесь медведь находится вот здесь возле дерева, да, то есть он не агрессивный, медведь смотрит, как будто бы вот что-то хочет нам сказать, да, то есть абсолютно такой образ приятный. То есть те люди, которые вот облачены властью, они будут как бы благоприятно действовать на наше дело, на наш бизнес, они могут с нами общаться вполне как бы приятно, да, и так далее. То есть, ну, действительно, здесь какие-то важные очень перемены. Медведь — это могут быть и деньги большие, и статус, и помощь таких же людей. В общем, здесь мы действительно становимся значимыми. Может быть, наше дело становится значимыми, выходит на новый уровень и так далее. Финансы посмотрим для козерогов на эту неделю. В финансах крысы. Это может, конечно, быть как прямым указанием на то, что может быть утечка финансов, да, может быть на какие-то мелочи, на совершенно ненужные какие-то расходы. В то же время здесь может быть со стороны, да, какое-то вмешательство, то есть, ну, для кого-то это может быть и кража. Также карта говорит о том, что может быть какие-то незначительные потери финансов, да, но в основном здесь у нас же мыши и крысы, да, они существа как бы мелкие. И по сравнению с нашим там домом, местом, где они живут, они практически не занимают места. То есть если потери и будут какие-то, то они вот такие незначительные будут. Если даже кто-то что-то не захочет у вас там взять, да, то это все будет незначительно. То есть по сути вы даже и не заметите. Но все-таки нужно заниматься вопросами безопасности финансов. Не нужно рассказывать как бы лишнего, да, о том, сколько у вас денег, где вы их храните там и так далее. То есть, ну, как бы здесь вот вопросы безопасности и вопросы правильного расходования, да, чтобы деньги не уходили на мелочи, могут довольно-таки крупные суммы, да, уходить просто на ерунду. Вот нужно обязательно вести, как сказать, ну, в общем, рассчитывать нужно финансы и точно понимать, на что они уходят. Вот чтобы не было скрытых каких-то потерь. Совет. Опять медведь у нас, да, вот у нас два медведя здесь выпало. Карта говорит о том, что нужно быть сильным в любой ситуации, что бы ни происходило. Нужно быть сильным и сохранять достоинство. Это раз. Вот здесь медведь у нас стоит на возвышении, да, то есть нужно искать самое лучшее, вот что может быть только в жизни. Нужно проявлять свои лучшие качества, нужно общаться с лучшими людьми. Нужно стараться вот самые высокие цели перед собой ставить, самые масштабные. Если вам нужна помощь, то нужно обращаться к людям, которые вам могут помочь, которые обладают этой властью, которые могут помочь и финансово, и как бы с помощью своих связей, да, в общем, ну, любыми способами абсолютно. Кроме того, карта говорит о том, что вот на этой неделе есть возможность действительно свое будущее как-то организовать. Скорее всего, вот те события, которые будут происходить, они будут такими значимыми, да? Поэтому нужно это осознавать и нужно понимать, что мы на этой неделе закладываем будущее. То есть нужно очень ответственно отнестись к тому, что будет происходить, особенно в делах и с тем, что ну, как бы с социумом, да, происходит, либо с законом, что происходит. Вот здесь нужно быть очень внимательными и понимать, что мы делаем, да, и как это может отразиться на будущем. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!